Я бы хотел сегодня поднять такую тему «Свобода во Христе». И хотя до этого планировал, что мы будем как-то двигаться в семейных отношениях, спасибо большое, на прошлой проповеди я начал, но произошло несколько вещей, я постоянно сталкиваюсь с людьми, может быть, это вам знакомо, когда люди вроде бы уже не первый год верующие, бывают давно в церкви и периодически переживают, у них возникает чувство стыда, что-то происходит, они что-то делают, чего им вообще не нужно делать. И чувство вины, оно постоянно возникает. Потом какое-то время проходит, опять вроде бы все хорошо, и потом опять что-то происходит. У кого-то бывает такое? Спасибо за честность. Потому что на самом деле это, мы сейчас коснемся этого, часто повторяющаяся тема. И бывает так, что у человека вот это чувство стыда, оно приводит к тому, что вообще уводит его от Бога. Человек перестает молиться, начинает говорить, что, как я могу приходить к Богу, если я вот такой, и что вот опять у меня это произошло. Я, знаете, такое выражение слышал, один человек сказал, что, он говорит, стыд ко мне прилип, как смола. Знаете, когда смола, она прилипает, я не знаю, есть такие химикаты, которые ее, если на одежду попала, по-моему, уже все, ничем не выведешь. И сегодня я бы хотел поднять вот эту тему, что вы делаете, что нам нужно делать, когда наше прошлое с его грехами и неудачами, оно отказывается уходить. Что делать, когда чувство вины прилипло, как смола, и когда ты не можешь вырваться из этого круга? Что если ты не можешь исправить то, что испортил, или отменить то, что натворил? Я хотел бы начать, вы все знаете это место Писания, Римлянам 7 глава с 15 по 24 стих. И все места Писания будут в современном переводе Библейской лиги. Я думаю, что многие слышали, еще раз, давайте посмотрим, что пишет апостол Павел. «Я не понимаю того, что делаю. Вернее, я не совершаю добрых поступков, к которым стремлюсь, но творю зло, которое сам ненавижу. И если я творю то, чего сам не желаю, то значит, я согласен с законом в том, что он добр. Но на самом деле не я все это делаю, а грех, живущий во мне. Да, я знаю, что добро не живет во мне, то есть не во мне, а в моей грешной природе. Желание совершать праведные поступки всегда со мной, но я не совершаю их. Я не творю добро, как мне бы хотелось, но вместо того я творю то самое зло, которое не хочу совершать. И если я совершаю те самые поступки, которые не хотел бы совершать, то на самом деле это не я поступаю так, а грех, живущий во мне. Итак, вот правило, усвоенное мной. Когда я хочу творить добро, зло руководит моими поступками. Духом своим я с радостью принимаю закон Божий, но я вижу, что закон, которому подчиняется мое тело, враждуется с законом, который принимает мой разум. Тот закон, которому подчиняется мое тело, закон греха. И этот закон превращает меня в своего узника. Это ужасно. Кто спасет меня от этого тела, которое несет мне смерть? Более такой развернутый перевод, чем синодальный. Я думаю, если вы, многие в синодальном переводе это место знаете. Но возникает вопрос, звучит как-то странно. Павел здесь, он в замешательстве. Он хочет жить безгрешной жизнью. Он говорит, я хочу делать добро. И у него никак не получается. Еще раз, у апостола Павла. Он терпит неудачу,
И он продолжает все портить. Вы знаете, как в Римлянам 3 глава, 23 стих написано, что все согрешили и лишены славы Божьей, да? Или в современном переводе, так как все грешны и потому не допущены в славное присутствие Божие. И апостол Иоанн, в первое послание Иоанну, 1 глава, 8 стих, пишет следующее. «Если мы говорим, что безгрешны, то обманываем себя, и нет в нас истины». И здесь вот в Римлянам, то, что мы читали, Павел пишет, еще раз, 19 стих. «Я не творю добро, как мне хотелось, но вместо того я творю то самое зло, которого не хочу совершать». Возникает вопрос, почему вообще вот апостола Павла беспокоит вот то, что периодически он делает что-то, чего ему не нужно делать, он совершает какие-то ошибки. Зачем стараться жить вообще полностью без греха? Знаете, потому что наш Бог, которому мы служим, Он праведный. В Нем нет вообще никакого греха. Исайя 45 глава, 21 стих. Вот это единственное место я хочу прочитать в новом русском переводе. Отличное, да, последняя часть стиха. «Разве не я Господь? Нет Бога, кроме меня, Бога праведного, Спасителя. Нет другого, кроме меня». Он сам говорит про себя. «Я праведный». То есть тот, кто не грешит. Абсолютно. И Павел, он понял, что Бог праведен по своей сущности. Но он, Павел, он не был праведным. Евреям 4 глава, 15 стих. «Потому что наш первосвященник может понять нашу слабость, ведь когда он жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но не согрешил». Здесь говорится про Иисуса Христа. Да? Наш первосвященник, то есть Иисус Христос, Он может понять нас, нашу слабость. Потому что когда Он жил здесь на земле, Он ходил, Он был искушаем точно так же, как и мы, потому что Он принял образ человека. Вы понимаете, да? Но Он выстоял, Он не согрешил. Павел знал, что Иисус был безгрешен. Но проблема в том, что у Павла никак не получается. Его расстраивало, что он хотел делать добрые поступки, творить добро, но у него не получалось. И бывали моменты, когда он говорил, думал и делал что-то такое, за что ему было стыдно. Его действия, мысли, слова были неуместными. Это раздражало его. Ну как так? Я взрослый человек, я принял Бога, я посвятил свою жизнь Ему, и я такое опять сделал. Поэтому он говорит, что это ужасно, кто спасет меня от этого тела, которое несет мне смерть. Итак, кто спасет нас от этого смертного тела? Иисус, да? Каким образом? 8 глава, 1 стих. Римлянам 8, 1 стих. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе Иисусе. Еще раз. Нет никакого осуждения тем, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Возникает вопрос, как это работает? Как это действует? Как мы можем быть уверены, что Бог, Он нас не осуждает? Давайте посмотрим, что писал апостол Иоанн. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, дорогие, я пишу вам об этом, чтобы вы не совершали грех. Но если кто согрешит, то у нас есть заступник перед Отцом Иисус Христос, праведник». Заступник или защитник в разных переводах, но суть понятна, да? Еще раз. Я пишу, чтобы вы не совершали грех, но если даже кто согрешит,
то у нас есть защитник или заступник перед Отцом, Иисус Христос, праведник. Смотрите, что он говорит. Наша цель – не грешить. В этом цель однозначно. Но если, я бы даже сказал, и когда мы грешим, мы виновны. У нас есть защитник. У нас есть заступник перед Отцом. Богом Отцом, который, собственно, и будет судить. В судебной практике, вы знаете, защитник – это кто? Адвокат, да? Его функция заключается в чем? Говорить доводы, защищать обвиняемого, чтобы ему вынесли оправдательный приговор. Помимо этого, это тот человек, который разбирается в законе. Вы понимаете, да? Следуйте за мной. Есть другая сторона, это обвинение. Ее задача доказать вину. Да? Но у нас есть заступник перед Отцом, есть защитник. Это Иисус Христос. Я как-то видел рекламу такую за границей. Один юрист, он рекламировал свою контору, и билборд большой на дороге, и на нем была надпись: то, что вы сделали, не означает, что вы виновны. Я хочу, чтобы вы осознали весь смысл этой фразы. Потому что на самом деле, если человеческим разумом судить, я не уверен в этом. В смысле, если ты что-то совершил, то ты однозначно виновен. Но та мысль, которую вот этот юрист хотел донести, вот этот адвокат, он говорил, что даже если ты что-то совершил, ты что-то сделал, что он, вот этот юрист, он сможет тебя оправдать в суде. Это еще не означает, что ты виновен по закону. Понимаете, да? То есть он дает такое обещание, что даже если ты что-то совершил, но так как я знаю законы, у меня есть практика в этом, я знаю всякие лазейки, и я смогу добиться того, что вердикт в суде будет тем, что тебя признают невиновным. Вы понимаете, да, это? Я как-то приводил уже такой пример в другой своей проповеди. Сейчас хочу привести его еще раз. И, может быть, даже зачитаю, чтобы как-то было более понятно. Одному мужчине приснился сон. Ему снился сон, что он находится в суде в качестве обвиняемого. Он сидит на скамейке, и его обвиняют. И он смотрит на все со стороны, как это все происходит во сне. И его адвокат, он такой интеллигентный, добрый, лицо такое улыбчивое. А обвинитель, то есть со стороны прокурора, человек полная противоположность. То есть просто смотришь на него и внутри начинаешь содрогаться. Настолько вид его ужасен. И потом прокурор встает и произносит следующие слова. «Меня зовут Сатана. Я здесь для того», то есть он обращается к суду, «чтобы показать вам, почему этому человеку место в аду». И он начинает рассказывать все, что ужасное, что этот человек, который на скамье подсудимых, что он делал. Он рассказывает про всю ложь, которую он когда-либо произносил, о всех вещах, которые он украл когда-либо, о всех плохих поступках, как он плохо обращался с людьми, о всяких ужасных извращениях, которые были в его жизни, о грехах, о которых этот мужчина, он давным-давно забыл уже. И чем больше сатана говорит, тем глубже и глубже вот этот человек во сне, он от ужаса просто погружается в свое кресло. И у него возникает такая мысль, он говорит, я, конечно, зол на сатану, то, что он все это вспоминает, но он начинает злиться на своего адвоката, потому что тот просто сидит с добрым улыбчивым видом и ничего не делает. Не произносит ни единого слова в его защиту, ни одного протеста. Потом он говорит, и у него мысль такая, я знал, что был виновен во всех этих вещах,
Ну я же сделал в жизни что-то хорошее. Не мог ли мой адвокат хотя бы упомянуть о том хорошем, что я сделал, чтобы уравновесить то зло, которое я причинил людям и этому миру? Но нет, мой адвокат просто сидит и молчит. Когда сатана закончил свою обвинительную речь, он повернулся, указал на подсудимого и сказал: этому человеку место в аду. Он виновен во всем, что я ему предъявил, и нет человека, который мог бы доказать обратное. Затем он сел. После этого поднялся адвокат, и стало очевидно, что не совсем обычный человек. Он подошел к судье, сказал: привет, папа. И во сне он понял, вот этот мужчина, что это Иисус, его адвокат, и что он обращается к Богу Отцу. После этого он говорит: сатана прав, говоря, что человек согрешил. И я не буду отрицать ни одно из этих утверждений. И да, возмездие за грех – смерть. И этот человек заслуживает наказания. Но я умер на кресте, чтобы этот человек мог обрести вечную жизнь. И он принял меня как своего Спасителя, поверив в меня, раскаявшись в своем грехе и позволив похоронить себя в водах крещения. И дальше он говорит: так что он мой, он принадлежит мне. Его имя записано в книге жизни, и никто не сможет отнять его у меня. Вот этот человек заслуживает не правосудия, а милосердия. После этого судья стучит молотком и выносит вердикт. Этот человек виновен, но наказание было выплачено в полном объеме. Этот человек свободен, дело закрыто. Слава Богу! Смотри, когда ты и я, мы чувствуем вину, и мы осуждаем себя за наши грехи, Иисус говорит: то, что ты сделал, то, что ты совершил, не означает, что ты виновен. Я могу освободить тебя, потому что ты принадлежишь мне. Вы улавливаете ход мысли? Это первая причина, по которой нет осуждения за наши грехи. У нас есть защитник, Иисус Христос, который заплатил за наш грех. Он искупил нас. Его кровь покрыла наши грехи. Что это означает? Этих грехов больше не существует. Судья, Бог, Отец, Он их не видит, потому что за них заплачено, они искуплены. Мы не виновны перед престолом. Вы понимаете? Смотрите, важная вещь. Я не призываю, что живем один раз, за все заплачено, и во все тяжкие. Мы сейчас коснемся этого дальше. Но чтобы избавиться вообще вот от этого чувства стыда и вины, которое гложет, и это человеческая природа. Апостол Павел, он писал: «Бедный я человек, кто спасет меня?» Это уже, это в синодальном переводе. От этого греховного тела. Какими бы ни были, мы все равно спотыкаемся. Может быть, мы уже не делаем таких очевидных вещей, но у каждого, знаете, своя степень. Может быть, ты раньше кого-то душил, ходил, теперь уже не душишь, но сквернословишь. Может быть, ты уже не сквернословишь, но ты можешь что-нибудь такое ляпнуть или просто обидеть кого-то. Вы понимаете, да, о чем я? Нет предела совершенству. Но мы не виновны пред престолом. Иисус, Он заплатил за все. Это первая причина. Вторая причина, о ней говорится в Римлянам 8 глава, 2 стих. Давайте посмотрим. Еще одна причина, по которой нам нет осуждения. Римлянам 8:2. «Потому что через Христа Иисуса закон Духа жизни
освободил тебя от закона, ведущего к греху и смерти. И потом через несколько стихов, 5 стих, та же самая глава, 8:5. У тех, кто живет, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. Те же, кто живут, следуя Духу, думают о том, чего желает Дух. Сейчас я попытаюсь собрать все это воедино, чтобы вам было понятно. Иисус наш адвокат, Он наш защитник. Его задача – очистить наши имена и представить нас перед престолом Божьим праведными. Не потому, что мы такие хорошие, да потому что Его кровь, она очистила нас. Он за это заплатил. Кровь Иисуса покрывает все наши грехи. Это понятно. Но дальше задача Святого Духа – помочь нам начать наводить порядок в нашей жизни. Давайте посмотрим послание к Галатам, 5 глава, 16-18 стих. Об этом говорится следующим образом. Галатам 5, 16. «Но я говорю, пусть Дух направляет вашу жизнь, и тогда вы не поддадитесь влиянию своей греховной природы. Потому что то, чего желает наша греховная природа, противно Духу. А то, чего желает Дух, противно греховной природе. Это две противоположности, и, следовательно, вы не делаете того, чего хотели бы, но как ведомый Духом, вы не подвластны закону». Другими словами, мы как верующие, как христиане, как те, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы должны быть водимы Святым Духом, чтобы наша жизнь, она изменилась. Возникает вопрос, как нам это делать вообще? Что означает ходить по Духу? Что значит поступать по Духу? Вы знаете, в послании к Галатам апостол Павел, он вообще начинает там с описания дел плоти. То есть, когда ты поступаешь по плоти, по греховной своей природе, что у тебя в результате получается? И именно так ведут себя некоторые христиане. И когда они так поступают, это просто показывает, это результат того, что они не ходят по Духу. Давайте посмотрим. Галатам 5 глава, 19 стих. С 19 по 21. «Поступки, совершаемые греховной природой, известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, похоть, идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, зависть, злоба, распри, разногласия, противоречия, ревность, пьянство, дикие оргии и тому подобное. Относительно всего этого я предупреждаю вас, как предупреждал раньше, что тем, кто занимается подобным, не будет места в Царстве Божьем». Еще раз. Если у тебя результаты такие, это то, чем ты занимаешься, ты пойдешь в ад. Все понимают, что есть, согласно Библии, мы либо идем к Богу, либо мы идем в ад. Посерединке нету. То есть можно мне вот как-то так, чтобы и не очень плохо, и не очень хорошо где-нибудь. Не бывает такого. Либо одно, либо другое. Но потом Павел говорит, дальше с 22 стиха. «Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, благость, доброту, верность, кротость и воздержание. Нет закона против этого. Те, кто принадлежат Христу Иисусу, распяли свою греховную природу с ее страстями и желаниями. Так как Дух – источник нашей новой жизни, так давайте же будем следовать Ему». Смотрите, что я хочу донести. Это цель, к которой мы должны стремиться. Наша цель, как христиан, в 25 стихе. Еще раз прочитаю. «Так как Дух – источник нашей новой жизни, так давайте же будем следовать Ему». Чтобы наша жизнь, она отражала вот этот плод Духа, хождение по Духу. Это любовь, радость, мир и так далее. Все, что было перечислено. Если нас ведет Дух, если мы подчиняемся Ему,
то со временем мы начнем выглядеть как люди, у которых есть плод этого духа. То есть твоя жизнь, она должна измениться. Вы понимаете? То же самое, что по делам их узнаете их. Если ты стремишься жить по духу, в конечном итоге твоя жизнь, она будет отражать результаты этого. Это будет видно. Вы согласны со мной? Кто-то может спросить, а если я опять все испорчу? А если я снова согрешу? Все кончено для меня? Вы все знаете 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Еще раз в современном переводе прочитаю. «Если мы исповедуемся в наших грехах, то Бог неизменно прощает нам грехи и очищает нас от всей неправедности, так как Он верный и праведный». Если исповедуем грехи наши, то Он простит нам прегрешения наши и избавит нас от всякой неправды в синодальном. Но суть в этом. Если ты опять упал, если опять что-то произошло, нам что нужно сделать? Раскаяться, прийти пред Богу и сказать: Господи, прости меня. Бог предлагает нам опять все переделать. Признайся в своих грехах, и Бог сделает, там, как будто ты и не грешил. Все чисто. Смотрите, сейчас важную вещь скажу. Сразу тоже не кидайтесь. Хочу, чтобы это просто осело. Отношения с Богом основаны не на безгрешной жизни, а на жизни, в которой мы все меньше и меньше и меньше грешим. Вы понимаете? Потому что есть люди, когда они вот задают себе вот такой стандарт: все, я безгрешный, я чистый, я же принял Бога. И потом, когда он спотыкается и что-то происходит, он начинает себя судить, и он бывает падает, и потом подняться не может. Но еще раз, отношения с Богом не основаны на безгрешной жизни. И еще раз, делами никто оправдаться не может. Бог принимает нас не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы хорошие, потому что мы что-то сделали такое. Но Он принимает нас только благодаря Иисусу Христу. В этом вся фишка. Вы понимаете? Итак, отношения с Богом основаны не на безгрешной жизни, а на жизни, в которой мы все меньше и меньше грешим. Дух ведет нас так, что мы становимся все более искусные в хождении по духу и приносим плод духа, и мы все менее и менее искусные в хождении в грехе, по плоти. Но это процесс длиною в жизнь. Вы понимаете? Имейте милость также. Здесь есть очень тонкая грань. Я не хочу сразу все в кучу сваливать. Бывает, когда человек, он не раскаялся, он постоянно в грехе, и вот он на этом вот зациклен, ему уже там отдельный случай. Но по милости Бог к нам относится. Не по справедливости. Потому что если по справедливости, на всех виселиц не хватит. Вы понимаете? Поэтому мы также должны относиться с милостью. Я прочитал как-то одну фразу. Я не знаю, кто этот человек, но мне очень понравилось то, что он сказал. Звучит следующим образом. До того, как я пришел ко Христу, я жил во грехе и иногда совершал праведные поступки. Теперь я живу в праведности и иногда совершаю греховные поступки. Вы понимаете? Сейчас пример приведу, чтобы как-то вот это вот все проиллюстрировать. Кто-нибудь на коньках умеет кататься?
не очень удачный пример. Как-то у нас немного людей умеет на коньках кататься. Ну, когда-нибудь катались вообще? Кто пытался встать на коньки? О. Но если вы пытались, вы что-то делали, если научились, когда только-только начинали вставать, падали? Кто-нибудь падал? Ну да, когда ты учишься, ты падаешь. Бывает больно. Но если ты научился и прошел какой-то большой период времени, например, вот я когда-то в детстве катался, научился, и потом спустя много лет вышел, встал на коньки. Есть ли вероятность того, что ты упадешь? Ну да. Можно упасть, но это будет гораздо меньше, чем когда ты учился кататься на коньках. Ты будешь падать меньше. Вы понимаете? Вы видели, как профессиональные фигуристы катаются? Когда они выступают, они падают? Бывает. Ну, правда, они падают, когда они делают такие трюки, которые нас бы убили просто, если бы мы попробовали. Ну, без защиты, там, без шлема, вот, прыгать куда-то. Ну, это все. Но они иногда падают. Но смотрите, профессиональные фигуристы, они чем занимаются? Они так много времени проводят, что для них, они катаются просто в обыкновенной одежде. Никакой защиты, ничего. Они настолько уверены, для них это как ходить. Для них это естественно. Они очень редко падают, только когда выполняют прямо сложнейшие трюки. Чем больше времени мы проводим в хождении по духу, тем меньше вероятность, что мы упадем. Но даже в этом случае, даже самый праведный христианин все равно время от времени может упасть. Что тогда делать, когда это произойдет? Нужно делать то же самое, что делают профессиональные фигуристы. Нужно взять себя в руки, собраться духом, встать. То есть это что означает в духовном мире? Нужно исповедоваться в своем грехе и вернуться опять в хождению по духу. Вы понимаете? Ничего не закончено, нет. Ты праведник, ты ходишь по духу, а это досадное недоразумение. Покайся. И написано, что Бог, Он простит тебя. И дальше не делай этого. Вы со мной? Когда сатана приходит, он нашептывает тебе на ухо, что да ты посмотри на себя. Да кто ты такой? Праведник назвался. Какой ты верующий? Тебе нужно просто помнить, нужно быть уверенным в своем спасении. Еще раз, не потому, что ты такой хороший и замечательный, но потому что Иисус, Он все для тебя сделал, а ты принял Его. И помните, как тот пример, который я говорил, то, что ты это сделал, не означает, что ты виновен. Он может, и Он добился того, что тебе вынесен оправдательный приговор. Поэтому просто скажи сатане, что я прощен. Не важно, что ты сделал, важно, кем ты будешь. Еще раз, не важно, что ты сделал. Даже если ты опять упал, ты что-то совершил, важно, что будет дальше. Кем ты будешь. Нет никакого осуждения, когда Сын освободил тебя. Помни об этом. Будем держаться исповедания веры неустанно. Иисус Христос наш Спаситель. Через Него все. И спасение, и я получил праведность. Он освободил тебя. Вот это вот полноценная свобода. Он объявил тебя свободным. И нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. В заключение я хочу привести такой пример. Тоже реальная история. Я уже ее тоже приводил. Если кто-то слышал, послушайте еще раз.
Был один очень довольно популярный, успешный евангелист, проповедник, и в какой-то момент он ушел от Бога. Ну, то есть он согрешил, попал вот в такую ситуацию и несколько месяцев просто вообще погрузился в греховную жизнь. Творил непонятно что. В конце концов, его поведение оно стало достоянием общественности. Даже в газете написали в местной, что там вот был священник, который наделал вот того-то и того-то. И все это, небольшой городок. И сначала он думал, что все, для него жизнь она закончена. Все испорчено, все кончено. Но в конце концов он понял, каким дураком он был. И подобно вот этой притче блудному сыну, он вернулся обратно к Богу. Молился и решил переехать просто. Для него все в этом городке в небольшом было закончено. Сменил место жительства недалеко, так скажем. Но приехал на новое место, начал ходить в новую церковь, со временем начал служить. И в конечном итоге он просто чувствовал, что ему нужно делиться словом, он опять вышел за кафедру. Начал проповедовать. И получилось так, что люди либо не знали, что там вообще с ним происходило до этого, либо забыли. И так продолжалось какое-то время. Но однажды перед собранием, когда он уже готов был выйти за кафедру, он получил письмо. Небольшая записка, подписи не было. И в этой записке описывалась вся позорная жизнь, все позорные поступки, которые он совершал. И в конце просто писалось: если у вас сегодня хватит наглости выйти за кафедру, я встану и разоблачу вас во всем собрании. Какое-то время он провел в молитве, а потом, когда вышел за кафедру, в самом начале собрания, он просто взял и зачитал все письмо. Все поступки, которые были описаны, все, что было про него, он все зачитал перед собранием. И потом сказал, что я хочу, чтобы вы понимали, что все, что написано, это чистая правда. Мне стыдно за то, что я прочитал, и за то, что я сделал. И сегодня я стою перед вами не как тот, кто совершенен, а как тот, кто прощен. С того дня он начал проповедовать о Божьем прощении и использовал вот это вот письмо, чтобы привлечь людей к Иисусу Христу. Я хочу, чтобы вы осознали, что я не призываю вас грешить, потому что Иисус, Он искупил нас. Но чтобы у вас не было осуждения. Наша цель – жить без греха. Наша цель – ходить по духу, если ты искренне этого желаешь, потому что наш Бог, Он праведный. Он без греха и без порока. Мы должны быть таким, как Он, стараться. Но если ты и когда ты упадешь, ты должен помнить, что за это заплачено. Это первое. А второе, что нам нужно жить по духу. Мы преобразуемся обновлениями ума нашего. Чем больше ты читаешь Слово, чем больше ты смотришь на него, тем больше у тебя мысли начинают приходить в порядок. И то, что раньше для тебя было вполне естественно, сейчас ты на это смотришь с ужасом, и ты просто в здравом уме не пойдешь и не будешь это делать. Это обновление. Обновление, ты уже этого не делаешь. И так во всем, и так дальше, и дальше. Но никогда не падай духом. Бог никогда не ставит на тебе крест. И если Бог тебя простил, то кто ты такой, чтобы осуждать себя? Я хочу, чтобы вы на этом тоже подумали. Если Бог тебя простил, и Он говорит, что я принимаю тебя, не потому, что ты такой хороший, но из-за моего Сына Иисуса Христа. Кто ты такой, чтобы осуждать себя? Подумай, своими действиями ты говоришь, что Его смерти, Его крови недостаточно. Ты возомнил себя больше Бога? Он сказал, что этого достаточно.
Он тебя простил, поэтому прекрати себя осуждать. Сделал что-то, 1 Иоанна 1:9. Покайся, и он, будучи верен и праведен. Он сказал, и он обещал это. Он не нарушает. Он сказал, что прощу. Простит тебе и не вспомнит всякой неправды. Вы понимаете? И дальше живем по духу. Нашим обновлением ума, и мы все меньше и меньше грешим, и все больше и больше ходим с Ним. Аминь.